В эфире программа «Пациент». Здравствуйте. В сегодняшнем выпуске мы расскажем вам о Творчальской районной больнице. Она была построена в 1953 году, но объект был полностью реконструирован и запущен в 2021 году. Для работы здесь созданы комфортные условия. В общей сложности в районе живет около 20 тысяч человек. Получить квалифицированную медицинскую помощь, не выезжая из района, дорогого стоит, говорят жители. В каком режиме работает больница, какие отделения функционируют. Об этом и многом другом в нашем материале. Сегодня Творчальскую районную больницу возглавляет Лали Гаргулия. В штате медучреждения 182 человека. Фактически работают 170. Главврач лично провела экскурсию для нашей съемочной группы. И начали, конечно же, с приемного покоя. По словам старшей медсестры, с января сюда поступило 2637 пациентов. С острым аппендицитом был, хронический гастрит был, перевязка повторная, двухсторонняя полисегментарная пневмония, ушиб грудной клетки, упал, ушиб шейного отдела позвоночника. 25 лет в районе не было кареты скорой помощи. Сотрудники своими силами добирались до места вызова. С появлением скорой помощи ситуация изменилась к лучшему, говорит главврач. Пока наша съемочная группа вела съемки, в приемный покой поступил сигнал о ДТП в селе Акваския. Карета скорой помощи выехала к месту происшествия и доставила пострадавших в больницу. Такие события происходят не так часто, но количество обращающихся немаленькое. За сутки около 20 пациентов приходят в приемный покой с различными жалобами. Об этом говорит статистика. Человек 20 все равно бывает. Со всякими диагнозами, жалобами, да. Гипертонический криз бывает, отравление, ротавирус, пищевая токсикоинфекция, с аварией поступают, с передозами. Больница новая, есть медикаменты. Все у нас хорошо, у нас прекрасный главврач, всем обеспечила нас. Если говорить о ковиде, то Минздрав снабжает больницу экспресс-тестами в достаточном количестве. Если тест отрицательный, пациента принимают в приемном покое. При положительном результате больного отправляют в инфекционное отделение. Во время пандемии почти все творчальские медики дежурили в Гудаутском ковид-госпитале. У них большой опыт, и они знают, как лечить коронавирусную инфекцию. За 10 дней у нас было 2 положительных пациентов. Мы не видим, чтобы был подъем заболевания. У нас в районе и с ротавирусом у нас относительно спокойно. Если подтверждается, мы отправляем в инфекционное. У нас есть инфекционное отделение, отдельное здание, которое на территории нашей больницы. Наверное, сейчас это в легкой форме. Да, легкая форма, как у РВИ, протекает без осложнений. После реконструкции больницы специальный кабинет снабдили новым электрокардиографом. У пациентов есть возможность в любое время пройти обследование. Обследование уже прошли более 700 человек. Надлежащим образом выглядит и кабинет переливания крови. Мебель здесь частично обновлена. Функционирует и кабинет рентгенографии. Обследование уже прошли более 300 человек. После сдачи объекта, после реконструкции, через 5 месяцев у нас была проблема. Была поломка дигитайзера. Это устройство, без которого не может функционировать рентген. Мы получили новый цифровой аппарат, но произошла эта поломка. И благодаря нашему министру здравоохранения, главе администрации, нам была оказана помощь, так как новый аппарат купить было очень сложно, он очень дорогостоящий. Поэтому приняли решение при помощи министра оцифровать, и аппарат работает уже мы почти 7 месяцев, 6 месяцев были без аппарата. Не могли снимать снимки, и это большие трудности составляло, чтобы наши граждане выезжали за пределы города для проведения рентгенографии. Сейчас, слава богу, благодаря министру здравоохранения Эдуарду Валерьяновичу и
нашему главе администрации Сидору Шалодевичу мы имеем эту возможность. В общей сложности больница рассчитана на 80 коек. В хирургическом отделении 20 коек. Заведует отделением сосудистый хирург высшей категории, врач по ультразвуковой диагностике сосудов Андрей Вахмянин. Сейчас у него традиционный обход. Добрый день. Ну, как вы себя чувствуете? Ничего, спасибо. Так, это пациентка Тарасенко, которая у нас прооперирована по поводу варикозной болезни, осложненной язвенными проявлениями. Операция прошла успешно, язва закрылась, и она будет готова к выписке. Значит, эта пациентка только поступила, ей планируется оперативное лечение, тоже по поводу варикозной болезни, не осложненной. Сейчас она проходит обследование и будет проведено то лечение, которое мы запланировали. Здесь пациентка проходит курс консервативного лечения, да, по поводу полиорганных, так скажем, проблем. У нее есть явление опорно-двигательного аппарата, но на сегодняшний день здесь острое явление тромбофлебита, то есть тромбированные вены подкожные, да, и в настоящий момент речь идет только об улучшении самочувствия, проведении должного консервативного лечения с последующими рекомендациями и наблюдением ее в дальнейшее время. Андрей Вахмянин много лет работал в одной из ведущих клиник Нижнего Новгорода заместителем главного врача по хирургии и действующим врачом-флебологом. У него большой стаж работы. В Абхазию он приезжал на отдых ежегодно 18 лет. У одной из дочерей аллергическое заболевание. Субтропический климат ей подошел. Андрей Павлович устроился работать в Творчальскую больницу. Он возглавляет отделение хирургии, хирургический кабинет поликлиники и также оказывает неотложную хирургическую помощь в условиях приемного покоя. За истекший полугодовой период у нас было пролечено в стационаре порядка 150 пациентов, 42 из них сделаны различного рода оперативные вмешательства. Наиболее часто встречающиеся патологии – это заболевания органов брюшной полости, как я уже упоминал, сосудистая патология и заболевания опорно-двигательного аппарата. Другие нозологии в меньшей степени встречаются. Что бы в этой связи хотелось сказать? Ну, это не секрет ни для кого, что Творчальский район в связи с объективными обстоятельствами имеет недостаточное количество населения. Это сказывается на количестве посещений, обращений в хирургическую службу в частности. Однако я должен заметить, что инфраструктура нашей больницы и ее возможности позволяют нам привлекать пациентов из всех районов Республики Абхазия. Особенно по некоторым патологиям. Прежде всего, речь идет, конечно, о патологии заболеваний лимфатических и венозных сосудов нижних конечностей. Я, как сосудистый хирург, в течение 30 лет достаточно успешно занимаюсь этой патологией. В больнице я должен сказать, что есть все условия для оказания консультативной, включая ультразвуковую диагностику сосудов, да, которой непосредственно я тоже занимаюсь, консервативное и оперативное лечение указанной патологии. Вот. Кроме того, значит, по тем пациентам, за которых я сказал, был выполнен ряд успешных операций по варикозной болезни и проводилось консервативное лечение больных с лимфедемой. Вот. Это не что иное, как сосудистые отеки нижних конечностей, и то, и другое заболевание распространено везде до 30%. То есть мы можем четко говорить, что треть пациентов у нас в Республике Абхазия нуждается в лечении по данному вопросу. Еще бы мне хотелось сказать, что когда я был на стажировках в Европе, в частности в клиниках Англии и Германии, я встречал клиники с аналогичной инфраструктурой, где вот эти лимфологические проблемы у пациентов лечатся в режиме медицинского туризма. Я считаю, что это составляющая для Республики Абхазия очень актуальна. И отдельно хотел бы сказать о том, что очень также важны вопросы проведения реабилитации, в данном случае реабилитации больных с хронической хирургической помощью. Прежде всего речь идет о ветеранах военных действий. Но в заключение еще раз хочу пригласить к нам на консультативный прием по поводу варикозной болезни, вот с тем, чтобы получить квалифицированное абсолютно лечение по данному вопросу. Спасибо. Такому специалисту рады в районе не только сотрудники больницы, но в первую очередь пациенты. Было варикозное расширение вен, у меня сначала пошли язвы.
Там открылась такая, что уже начали капельницы, начали все, девочки здесь тоже вокруг. У нас не просто больница, а я не знаю, рай. На самом деле, видите, как это называется, какой ремонт. Сами девочки очень внимательные, хорошие. Потом предложили операцию, потому что без операции нельзя никак было. Операцию сделали, все удачно, все хорошо. Боли вот столько не чувствовал, ни до, ни после. Все очень нормально отнеслись, очень по-человечески, очень хорошо. Золотые руки имеет Павлович и как человек, и как врач. Меня давно беспокоят ноги, как сатрозы у меня, колени. Ну вот попала к Павловичу, очень довольна. Спасибо, наконец у нас есть врач, который здесь работает. В любой момент можно обратиться. Внимательные, вежливые. Вообще, большое спасибо нашим врачам. Те, которые Творчели не оставили, которые с нами и в радости, и в горе, как говорится. Спасибо и людям в белых халатах. Надо сказать, что Творчальская и Гальская больницы тесно сотрудничают. Многие специалисты работают в двух медучреждениях. К примеру, в экстренных случаях хирург общего профиля приезжает с Гальской больницы и оперирует здесь. Также анестезиолог работает по вызову. Скажем так, месяц 3-4 раза, но не меньше приходится. Но это все зависит от ситуации, от экстренного ситуации, скажем так. Ну, плановые операции тоже бывают у нас, но не совсем так часто. Ну, бывают такие тоже месяц, 2-3 раза, и плановые, и экстренные. Ну вот сегодня экстренный случай. Да, сейчас на данный момент, да, острый живот, ну, острый аппендицит. Будете оперировать. Да, будем оперировать. Акушер-гинекологическое отделение возглавляет Лали Булискирия. Она также оперирующий хирург. По ее словам, здесь работают около 20 специалистов. С января и по сей день врачи приняли 25 родов и провели кесарево сечение 8 женщинам. Также проводятся у нас оперативные родоразрешения, педиатры также имеются у нас в родильном зале. Во время родов они с нами присутствуют, мы их приглашаем, они у нас есть. Вот. Условия у нас в родильном отделении хорошие. Еще раз добавлю, коллектив очень хороший, дружеский, ответственный. Главное, они очень ответственные и любят свою работу. Вы местная, Творчельская? Да, я Творчельская, родилась здесь. Вот. Потом уехала на учебу и приехала сюда. Работаю уже 13-й год. Буквально накануне врачи отделения приняли у женщины 5-е роды. На свет появилась девочка весом 300. Мама и ребенок чувствуют себя хорошо. Новорожденную назвали Раминой. Это женщина с отягощенным анамнезом. Предыдущие роды у нее патологические, с кровотечением были. Мы очень внимательно подошли к этим родам, собрались все, весь персонал, и лаборатория была предупреждена, если нужно было бы гемотрансфузия, потому что у нее первая группа положительная, все были, даже донора имели наготове. И все собрались, и вот роды разрешили ее. Не просто было, с помощью все. Там гипоксия уже начиналась у ребенка, но мы все разрешили. Вот, пожалуйста, девочка у нас. Она стояла на учете и хотела именно только у нас рожать, потому что всех 4 она родила у нас, в нашем роддоме. И всех 4 она родила. Она в 16 лет вышла замуж, я ее 16 лет знаю. Последнего она 5 лет тому назад родила. Вот. Так у нее сейчас 3 мальчика дома. И сейчас 2-я девочка, значит, она выполнила перед Абхазией, она у нас герой. Она дала нам 5 детей. Очень удобно, что такая больница в городе, говорят пациенты. Не надо уезжать далеко от дома. Да и родные стены лечат, отмечают они. У Луизы 10-я неделя беременности. Была угроза выкидыша. Ее пролечили несколько дней, завтра уже отпустят домой. Приняли хорошо, чисто, уютно, комфортное пребывание во время моего лечения. Персонал очень хороший. Внимательный уход по отношению к другим пациентам, за что спасибо. Это ваш 2-й малыш, да? Для женщин здесь созданы все условия. Родовая и предродовая комнаты, операционная, комната ребенка. Все снабжено необходимым оборудованием и специалистами. Некоторые врачи здесь работают сравнительно недавно, а некоторые и более 40 лет. Беременная женщина у нас поступает
значит, в родильное отделение. Значит, проводим дополнительные лабораторные обследования, дополнительный мониторинг у нас плода фирмы Комен. Очень хороший у нас аппарат. То есть весь период родов, первый период родов, второй период родов у нас девочки-акушерки накладывают на беременную женщину, и в течение всей беременности, весь период родов, то есть у нас под наблюдением малыш, как он себя чувствует. Здесь указывается и сердцебиение плода, как он себя чувствует в животике, и также анализируют схватки. Также у данной беременной женщины. Очень удобный аппарат. Мы долго о нем мечтали. Вот он у нас есть. Когда вы его приобрели? Мы его приобрели 3 года назад. Он у нас 3-й год уже стоит. Ну, это предродовая комната, да? Да, это предродовая, да. Сейчас мы хотим закупить мячики. Сделали заказ фитбольный мячик. Также у нас будут коврики, чтобы женщине дать, чтобы она сама выбирала, как ей рожать, где рожать. Вот, тоже закажем, тоже мы им приобретем здесь, вот скоро. Это у нас предродовая, здесь первый период родов длится, и потом уже идем рожать в родзал. Я уже 40 лет работаю здесь, но таких условий у нас не было, как в этот раз. У нас все инструменты БИКС, начиная с БИКСа, все новое, все хорошее. Даже кондиционер у нас есть в операционном, которого-то мы вообще не мечтали и не видели ничего такого. Вот операционная, это да? операционная, роддомовская операционная. У нас тут аппарат сейчас новый, мы туда закладываем инструменты стерильные, и мы 10 дней можем спокойно, оно стерильно остается, все остается, и мы работаем. У нас белье операционное стерильное, только на операции накрыли больную, все стерильное, тут же собрали и выкинули. Это кто вас, Министерство здравоохранения обеспечивает? Да, угу. Они нас обеспечивают, стараемся так вот работать все одноразовыми. Егемчи бьязыхуни хаман пшвик ахшара заузапса. Юба кесарево сечение, юба сосирой. Шаим тазалам талазы илуряй. Арадумчицы хазыкрыздара хайкургин хаоб. Коллектив бзино усаует заведующая Лали Джамаловна Пулискерет Хадр-Гылана, Ламария Михайловна Берулава, Ахай Хабу, главврач Сихаму Гаргуля Лали Тамазовна, Ахуя Тахума Катахума, Хамег Зазаку Заки, Хасакарцути Хазаркут. Коллектив Дары Бзиу, Усур Хай Гурган Родома, Чацхахику, Звена Усауити Бзин. Ус Зуэшти Юнию Пашкусазуй, Пушти сам по пацараха, Ахзанжу. В больнице функционирует также стоматологический кабинет, УЗИ, биохимическая и клиническая лаборатории. Пациенты могут получать консультации хирурга, терапевта, эндокринолога, кардиолога, стоматолога, офтальмолога. С 1 января стационарное лечение прошли 310 человек. Конечно же, у руководства больницы есть и трудности, которые необходимо решить. И это в первую очередь нехватка кадров. А самая большая острая проблема у нас – это дефицит кадров, а именно не хватает у нас педиатров. У нас есть отделение прекрасное на 15 коек, но из-за отсутствия врача-педиатра оно не может функционировать. Мы очень благодарны Минздраву за то, что 2 раза в неделю нам присылают врачей-педиатров. Это понедельник и пятница. Но все остальные дни вынуждены мамочки вместе с детьми выезжать после оказания первой помощи в приемном покое на стацлечение в город Сухум. Конечно, это вызывает определенную у родителей определенное недовольство, и они правы, они хотят у себя в городе получить квалифицированную помощь. Но в этом направлении работает министр здравоохранения, работает глава администрации. Мы все, и думаю, что будем услышаны, и к нам вернутся, приедут кадры молодые, будут работать, и заработает у нас детское отделение. Еще есть у нас такая радостная новость, заключен договор о поставке медицинского оборудования. Огромное спасибо руководству, премьер-министру за то, что разрешили нам приобрести компьютерный томограф.
стоимостью 12 миллионов 850 тысяч будет установлен в ближайшее время, в течение 3 месяцев, я думаю, в Ткварчальской ЦРБ. Актуально очень, чтобы КТ-аппарат был в нашем районе. Спасибо огромное главе администрации. Я думаю, что он улучшит работу. Медицина у нас бесплатная в плане обеспечения медикаментов. Нас обеспечивает Минздрав. Это по линии Минздрава пациенты с сахарным диабетом, те, которые не имеют российского паспорта и не попадают в льготную категорию, они через Минздрав получают инсулин бесплатно. А также все вакцины Минздрав поставляет нам бесплатно, оказывает помощь. А также по бюджету мы закупаем препараты, нам помогает глава администрации, и пациенты в течение 3 дней, если он стационирован и находится в стационаре, получает помощь бесплатно. Поступив в приемный покой, также первая помощь бесплатна, и все медикаменты у нас есть. Фармацевт обеспечивает, старшие медсестры дают заявку, и по заявке она обеспечивает препаратами. Хотела озвучить еще одну очень важную проблему. Очень много недочетов было после сдачи объекта, после реконструкции. И самой большой проблемой является, что не доведена до конца система вентиляции. Поэтому в летний период в хирургическом отделении, где мы с вами были, очень сложная ситуация. Во всех 3 корпусах отсутствует вентиляционная система. Это очень влияет на сотрудников, потому что трудно работать в духоте. Где смогли, мы установили с помощью главы администрации кондиционеры, но по всему зданию установить кондиционеры очень сложно. Поэтому все эти с нашими проблемами знаком глава администрации, он работает над этими вопросами, уже договор заключен, и я думаю, что поставку и монтаж мы ожидаем в ближайшее время. Понятно, что высококвалифицированную помощь мы у себя в ЦРБ не оказываем, мы являемся больницей 2-го уровня, и поэтому переправляем пациентов в республиканскую больницу, если это ДТП, тяжелые травмы, в нейрохирургию, если тяжелые пациенты с острым коронарным синдромом, в кардиологию переправляем. Поэтому весь спектр помощи, который мы можем оказать здесь у себя на базе нашей ЦРБ, если наши пациенты выезжали на гастроскопию в Сухом, сейчас они у себя могут в ЦРБ пройти это обследование, УЗИ-обследование у нас могут пройти, рентген-обследование, специалисты узкие, очень много пациентов с сахарным диабетом. Есть очень грамотный эндокринолог, который дает рекомендации, пациенты постоянно с ней на связи. Поэтому всю необходимую помощь, кроме того, что нет педиатра, это самая большая проблема у нас, и невролога. Педиатр, невролог, нефролог, пульмонолог, мы всем специалистам будем рады. В планах у руководства больницы ремонт инфекционного отделения и строительство 11 типовых ФАПов, которые также относятся к Ткварчальской ЦРБ. Заботясь о здоровье нации, государство создало условия для лечения пациентов и поддерживает эту линию. Теперь дело за врачами. Для них, как для профессионалов, важны такие ключевые моменты, как диагностика, назначение правильного лечения и получение определенного результата, а также наличие клинического мышления. Пациент должен чувствовать, что врач заботится о его выздоровлении, и им не движет желание лишь заработать деньги. На этом я прощаюсь с вами. Желаю всем здоровья. До новых встреч!